я вот был как-то в Новосибирском городке. Вот там ученые-исследователи мне вот это показывали подробно, рассказывали. Я давно это было, записывал даже все книжку. По-моему, Е934 добавка. Это производная аспаргиновой кислоты. Они мне показывали вот жевательную резинку. Ведь жевательная резинка, вы когда ее открываете, да, посмотрите, проверьте, там будет написано «sugar free». То есть без сахара, да? Но когда вы берете жевательную резинку, она сладкая. В чем же секрет? Потому что там есть подсластитель Е934. Это производные аспаргеновой кислоты. А аспаргеновая кислота, на всякий случай, это боевое отравляющее вещество, которое применяется для совершения операции лоботомии, разделения левого и правого полушария, если полноценное отравляющее вещество. Потому что, вы знаете, иногда хирургически делают. Но можно добиться того, что у человека не будет целостного мировоззрения, левое и правое полушарие, одно из них у нас предметно-образное, другое абстрактно-логическое. И человек — это когда вот они взаимодействуют эффективно, эти два полушария. Лоботомия с помощью аспаргеновой кислоты производится. Из жевательной резинки аспаргеновая кислота, попадая в организм, уже никогда не исчезает. Она просто накапливается. И если человек постоянно жует резинку, там видели, может, на стадионах таких людей, посмотрите в их глаза. У них глаза так немножко в разные стороны. То есть это уже нарушена психика и нарушена система анализа информации. Вот, поэтому есть такие очень понятные, простые вещи, но их вам никогда никто не будет доводить вот, в официальной литературе. Почему? А вот Пушкина вам напомню, он говорил: «И мало горя мне, свободно ли печать морочит олухов». То есть, к сожалению, вот все, что пишется, все, что подается на телевидении, там на первом плане стоят интересы транснациональных корпораций. И вот привить вам чувство меры, привить вам развлечения, где, чтобы вы посмотрели что-то и понимали, а зачем же это? Это что, мне добра хотят? Или решается какая-то задача? Вот чтобы вы обладали таким свойством, в Коране даже есть отдельная глава, называется «Фуркан». Это развлечение. Вот это очень важное качество человека. Если вы не обладаете вот этим качеством развлечения, то вас можно разводить, как нынче говорят, как лохов, да. И задача, в общем-то, сегодняшней ситуации — превратить в конечном счете нашу молодежь в планктон, на котором можно делать деньги. Самый, пожалуй, токсичный — это аспартам. Сахарозаменитель, который может при температуре высокой преобразовываться в формальдегид. И вот это уже высокотоксичное вещество. И когда та же бутылка колы лежит на зеркале у машины на торпеде в жаркую погоду, и она нагревается, и ребенок ее выпивает залпом, этот сахарозаменитель в огромном количестве, преобразованный в формальдегид из-за температуры, что она там грелась, начинает отравлять вашего ребенка. Хуже сахара только его заменители. Исследования показали, лимонады с подсластителями ухудшают метаболизм, а это все равно приводит к ожирению, хоть и окольным путем. Кроме того, сахарозаменитель аспартам разрушает печень. Уже при 30 градусах по Цельсию он распадается на ядовитый метанол и формальдегид. Москва. Крупнейшая в России продуктовая выставка. Увидев стенды производителей газировки, мы подходим к ним с вопросом, ставшим уже неоригинальным. Своим детям свой продукт даете? Мы не поем ребенка газировкой. Максимум минералка или вода, или сок. Вот и поставщик из Краснодара. Сначала лимонад нахваливает. Все из натуральных ингредиентов, с натуральным сахаром, без добавления либо каких консервантов. Но своей дочке натурпродукт не советует. У меня 2 детей, и одна маленькая, я лимонад вообще не наливаю, пока рано еще об этом говорить. Второму больше 10 лет, и поэтому я налью только вот этот продукт. Выходит, даже 10-летнему сыну бизнесмен никогда не даст более дешевый напиток, который сам же и выпускает. Потому что во всех дешевых сплошь сахарозаменители и ароматизаторы. Скажем, сахарозаменитель аспартам в 160 раз слаще сахара. Но диетологи уверяют, что от этой прибыли производителя страдает печень потребителя. Диабетологи даже своим пациентам, больным диабетом, вот это не назначают. Это просто убивает печень. Уж если хочешь сладкого, съешь либо фрукты, либо в конце концов сахар.
но не это. Если кто и знает проблемы сахарозаменителя, так это его производители. Существует мнение, что аспартам разлагается на формальдегиде, да? Это правда. Формальдегид – это тот самый формалин, в котором патологоанатомы хранят органы, фактически яд. Вот в интернете демонстрируют целый список болезней, вызываемых сахарозаменителем. Это был секретный документ. В нем перечислены болезни, вызванные употреблением сахарозаменителя на основе аспартама. Головные боли, временные потери памяти, дезориентация, лунатизм и паранойя. А вот рассказ о том, кто сделал так, чтобы эта химия попадала в бутылки с газировкой. В 1981 году компанию по производству аспартама возглавлял бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд, уже тогда хороший друг семьи Бушей. По странному стечению обстоятельств аспартам был одобрен для использования в продуктах питания и напитках. И даже после скандалов в начале 90-х аспартам не изъяли из продажи. О такой поддержке любой продукт мог бы только мечтать. И вот уже вместо сахара – сахарозаменитель, и уже не только на загнивающем Западе. Правда, там после скандалов про такие вещи хотя бы пишут на этикетке. Бутылка была куплена в Германии. Если мы посмотрим, да, и сравним с тем, что покупается у нас, то наши европейские коллеги, да, и наши, они не используют эту добавку и используют обычный сахар, который, безусловно, намного менее опасный.